Весной 1991 года село Эрет в Южной Осетии было оккупировано грузинскими вооруженными бандами. 18 марта они остановили машину «Урал» с 25 мирными жителями, безоружными мужчинами, женщинами и детьми, которые ехали в Цхинвал. Женщин и детей после избиений отпустили, но судьба 12 мужчин долгое время оставалась неизвестна. Поиски длились 2 года. В них участвовали исследователи прокуратуры СССР. В сентябре 1993 года удалось узнать место захоронения жертв трагедии и обстоятельства их гибели. Анонимный информатор рассказал, что 12 жителей сел Южной Осетии заживо закопали после пыток. Этим делом занимались миротворцы. Вот лично я занимался, и осетинские миротворцы занимались. Ко мне привели одного, грузина, у него, по-моему, жена осетинка была, и он мне сказал, что я, говорит, знаю, где, захоронение. Там даже были такие условия, что за каждого найденного тела, надо было платить 100 тысяч. Я говорю, ладно, я эти вопросы решил. Все. Вот. И говорю, давай поехали. Я его посадил в УАЗик. Предварительно я съездил в Березли, там переговорил с полицией с местной. Я говорю, что никто не мешал, и будем заниматься, в общем, поиском наших погибших. К чести сказать, они нам сказали, хорошо, пожалуйста, никто им не мешал со стороны Грузии, честно говоря, нам не мешали абсолютно. Вот. Я его посадил в УАЗик, буханка вот такой, я говорю, чтобы тебя не видели грузинская сторона, ты поедем и покажешь, вот в окошко будет говорить, где мы там остановимся. Поднялись, вылезли там, и на краю села, там, выехали туда, и там, видно, была площадка такая, вот, свежая трава росла. Это было осенью уже, осенью было 93-й год, осень. И трава, видно было, что вот бульдозером работали, равняли. Жертвам трагедии было от 19 до 67 лет. Данные экспертизы показывают, что все они погибли от полученных травм после захоронения. Криминалистам приходилось работать руками, чтобы не повредить останки, а родственники могли опознавать своих близких лишь по частям оставшейся одежды. Там пациенты начали снимать грунт, и там первые тела обнаружил я, и что интересно, пожилые люди, ясно, были, ноги были связаны колючей проволокой, это я хорошо помню. И потом, там мы 4 тела нашли там, потом чуть-чуть ниже во враге, там таких несколько, 2 или 3 поляны было. Видно было, что там бульдозер заравнивал землю, и молодая трава росла. Годовая трава, дерна такого плотного нет. И там, там, копнули, там тоже нашли. Потом Долгарный там еще ниже, там, в 3-м месте, там тоже, нашли. И на этом, первую площадку мы там 4 тела застали, и потом остальные сказал, я говорю, давайте завтра начнем, потому что уже время позднее было. И они еще 2 дня там занимались раскопками, изгумировали тела на Сахаром, на Шарту. И потом похороны были, по-моему, в субботу, в воскресенье. Шаргалазов приехал, тогда был глава Республики Северной Осетии. И, в общем, их так захоронили. 18 ноября 2011 года Генпрокуратура Южной Осетии вновь возбудила по факту эретской трагедии уголовное дело по статье «Геноцид». 18 ноября 2011 года по данному факту прокуратурой Цхинвальского района возбуждено новое уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 357 УК РФ. В рамках расследуемого уголовного дела были признаны и допрошены в качестве потерпевших близкие родственники, а также выполнены другие следственные и процессуальные действия. За совершение данного преступления органами предварительного следствия были установлены исполнители. Уроженцы села Иредви, Кристесиашвили Шота Георгиевич, 1948 года рождения, Кристесиашвили Гия Гургенович, 1969 года рождения и Кристесиашвили Гурген Георгиевич, 1943 года рождения, которые были объявлены в международный розыск. 20 февраля 2012 года по данному уголовному делу вынесено постановление о приостановлении предварительного следствия в связи с неустановлением местонахождения обвиняемых. Это под общим все это геноцид, в том числе и там Низарская трагедия, и эта трагедия, там таких моментов же много было. Когда они по Цхинвалу стреляли, там вообще, в городе праздник, они с минометов открывали огонь, это же я хорошо помню.
Поэтому это все под общим названием геноцид очень никак не даже. Это ж как 12 человек, там старики были, женщины, дети, там. И детей не было, люди безоружные, без ничего, автобус рейсом уехал. Как это можно назвать? Убийство, зверство, геноцид, больше ничего. Следствие в настоящий момент приостановлено, однако преступления по статье «Геноцид» не имеют срока давности.